Яркое выступление артистов ингушской эстрады открывает сегодняшний фестиваль Росгвардии «Безопасный город». Он проходит в рамках 3-й всероссийской акции Федеральной службы войск Национальной гвардии Ингушетии. От пистолетов и легких автоматов до пулеметов и крупнокалиберных снайперских винтовок. Сотрудники мобильного отряда особого назначения Ингушетии охотно показывают и рассказывают школьникам о более чем 20 видах специального и автоматического оружия, находящегося сегодня на вооружении спецподразделений ОМОН и СОБР. Бойцы в масках отмечают, что среди молодежи немало патриотов, способных отличить оружие российского производства от западного. Молодежь, вот сейчас мы общаемся, рассказываем, все сравнивают каких-то играми свои оружия. Многие знакомы, сейчас доступ есть в интернете, многие знают тактические характеристики оружия. А рядом соорудили площадку для беспилотных летательных аппаратов, которые находятся в использовании авиационного отряда специального назначения Росгвардии в нашей республике. Они занимаются разведывательной деятельностью и скрытыми наблюдениями в интересах МВД, ФСБ, Минобороны и самой Росгвардии. В данной, можно сказать, экспозиции представлен самолет беспилотного типа, антенна, наземной станции управления и, соответственно, вертолетного класса квадрокоптер. Его по-другому называют «Серафим». Все эти беспилотники, они, в принципе, находятся в использовании авиационного отряда специального назначения по Республике Ингушетия Росгвардии. Основные гости и участники на этом фестивале – это воспитанники Горского кадетского корпуса и военно-патриотического движения «Юнармия». Ребята с удовольствием поделились своими эмоциями от увиденного. Увидели новое оружие, увидели кадетов, увидели новые выступления. Новое для меня здесь, наверное, ничего не было. Я все в Горском кадетском корпусе видел. У нас есть свой урок «Основы военной службы», где нас изучают военные службы. Если кадеты и юнармейцы уже давно определились и выбрали профессиональный вектор в сторону военных специальностей, то ребята из Назранского лицея номер 1 только задумываются о будущей профессии. Для тех, кто после всего увиденного все-таки решился связать свою жизнь со службой Росгвардии, рассказывают об условиях поступления в высшие военные учебные заведения страны. Кто хочет поступить, вот именно заканчиваете школу и с января другого года уже подходите после праздников в управление Росгвардии, чтобы вы уже собирали документы. Там будут нужны ЕГЭ, подготовиться ФИЗО и пройти ВВК надо будет обязательно здесь. Запросы из ФСБ на вас, на вашу семью надо будет отправить, вот полный пакет документов, сформировать личное дело. После этого вузы, мы все расскажем, покажем, какие интересные вам вузы. Многие из ребят выбрали такой путь, следуя по стопам своих родственников. А кому-то, как, например, Магомеду Евлоеву, понравилась боевая форма бойцов. Кроме того, у него есть огромное желание служить своей стране. В Росгвардии у меня служил дядя служил. Вот когда я с ним ходил к нему на работу, мы смотрели, мне очень интересно было. Я хочу поступить в Росгвардии, я еще думаю над этим. В Росгвардии это может построить хорошую карьеру. Организаторы фестиваля в лице представителей Росгвардии Республики рассказали, что они стараются как можно чаще проводить подобные мероприятия. Помимо этого, они регулярно проводят уроки мужества и дни открытых дверей в образовательных учреждениях региона. Цель данного фестиваля – патриотическое воспитание молодежи Республики Ингушетия. Возможно, подрастающее поколение захочет связать свою жизнь, службу с Росгвардией. Молодежь интересуется, им это нравится. Мы уже не первый раз это данное мероприятие проводим, как в школах. Им это интересно. То есть они всегда рады нас видеть. В завершении мероприятия всем ребятам продемонстрировали военную спецтехнику. Здесь и современный бронеавтомобиль «Тигр», грузовая машина повышенной проходимости «Урал», но особенное внимание школьников привлек советский БТР-80. В общем, сегодняшняя экскурсия еще надолго останется в памяти каждого из них. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.